Нет, это Дхарма-чакра, это самое. Это Чакравартина держит ее в руках. Чакравартина знает, да, это Дхармараджа. Это один из 3 Дхармараджа. Там написано, что это Сонцен Гампо, то есть было 3 Дхармараджа в Тибете. Это Сонцен Гампо, Чисон Децен и Чирпаджи. И все они были проявлениями одного из 3 бодхисаттв. А вот здесь смотрите, вы видите белый лотос? Чего проявление? У кого белый лотос в руках? Да, это Авлактешвара, он был проявлением Авлактешвара. Поэтому у него колесо. То есть это учебник, сейчас я его открою, и мы пойдем по-быстрому. Так все Далай-ламовые проявления Авлактешвара? Ну, теоретически считается, что все. Насколько это так, это судить Далай-ламе. Ну что ж, спасибо. Давайте начнем по-быстренькому, будем читать. Я не знаю, нам надо сейчас определиться с вами. Мы будем все читать или будем все писать? А можно то и другое? Дело в том, что, видите, если мы будем писать, это займет очень много времени. Я надеюсь, что мы подошли с вами к тому этапу, когда мы можем все читать. Не обязательно писать. Как вы думаете? Было бы почему читать? Потому что если мы будем сейчас все время писать все, что написано в этом учебнике, я думаю, это займет очень много времени. Нам надо как-то определить, как будет удобнее вам. Потому что мне-то, естественно, удобнее читать. Может, мы будем писать незнакомые ранние слова? Да. Давайте полкнижки тогда сейчас напишем. Ну так и будет. А как иначе? А вы просто, давайте, может быть, сегодня попробуем, насколько у нас идет читать. Потому что, видите, иначе у вас не возникает навыка чтения. То есть у вас не получается выработать навык того, что мы читаем. То есть мы переходим тихонечко в такую промежуточную фазу между разговорным и письменным. То есть у нас до этого был письменный язык. Я читал, я произносил практически в 90 случаях из 100, за исключением того времени, когда мы с вами проходили фонетику. Теперь, я думаю, пришло время, когда мы будем брать какой-то текст, будем его вместе читать и будем его вместе переводить. То есть иначе мы не проверимся, никогда не узнаем, у кого какое произношение, правильно или неправильно все это происходит. То есть мы не можем продолжать, как мы продолжали раньше, этот этап у нас хорошо или плохо ли завершен. Так что давайте начнем, ну, как обычно мы начинаем по часовой стрелке, и мы начнем с Сережи. Сережа у нас текстом обладает сегодня. Откроем первую страницу, то есть вы разобрали, здесь вот видно, да? Это у нас Дхармараджа, снизу там вот на следующей странице написано, что это Чогьял Сонцен Гампо, его так зовут. И вы видите, что вот у него на голове, Да. кто это, красненький такой? Если это Авлактешвара, у него на голове Амитабха. Это Амитабха, глава семейства семейства Падма, то есть семейства Авлактешвара. Ну и давайте вот с самого, видите, вот здесь первая строчка, давайте ее прочтем, что там написано у нас. Дзинча наке лоб деп рикте нинже. Инде. Дзинджа, что это такое? Класс. Дзинджа это слово класс, которое состоит из 2 слов. Первое это дзин, видите, да? Дзин это значит на что? Это удерживать, заучивать, то есть дзин. А ча на самом деле получается что-то типа двор. То есть это то место, в котором что-то либо удерживают, то есть, видимо, изучает, либо заучивают. Напа это что это у нас? 5. Я бы хотел, чтобы на следующее занятие все мы пришли с текстом, потому что иначе нам невозможно будет заниматься. Тексты нужны нам всем, у каждого должны быть на руках тексты. Либо в электронном, либо в распечатанном виде, как-нибудь. Напа это 5, то есть это у нас вот дзинджа напа получается 5 класс. Дзинджа напе лобдеп. Ученики 5 класса. Лобдеп. Ученик. Что такое лобдеп? Деп это книга, а лоб учебник. Учебник. Лоб это что это у нас? Учиться, а деп книга. То есть это учебник 5 класса. И дальше у нас идет название этого учебника. Вот это тибетская традиция. То есть они дают объяснение того, что есть данная книга, и дальше они называют ее, то есть дают название этой книги. То есть вот у нас как бы в западной культуре
Такое бывает нечасто, что у нас, например, учебник 5 класса по, не знаю, русскому языку взяли и назвали бы «Солнце красное». Но так не бывает у нас обычно, а вот у них бывает, у них это постоянно. И дальше написано что? Рикпе ниндже. Что это значит у нас? Рикпе знание. Так. Ниндже. Вот у меня один из вариантов перевода солнце или maker of the day. А кто это у нас? Maker of the day. Рассвет, наверное. Есть такая идиома английская, знаете, да, make my day, сделай мой день. То есть, ну, и maker of the day, это, видимо, тот человек, это или тот индивидуум, который сделал ваш день. Ну, вряд ли про это. Ниндзя – это тот, кто делает день. Это перевод с санскрита. Это, если не ошибаюсь, это димкара, то есть это тот, кто делает день, солнце это. То есть солнце знания. Этот учебник 5 класса называется «Солнце знания». Ниже идет перевод на английский. То есть это у нас ридер. По сути, по большому счету и есть учебник. И дальше у нас что, нижняя линия, что у нас? Нижняя строка, самая нижняя, что у нас написано? Да, это к вам же. Постепенно будем читать. Шум ще рик пар кане пар чем. Джем. Джем. Джем, там она какая, высокая или низкая? Га, но поскольку есть приписная, то она должна быть высокая. Высокая. Джем должна быть. Джем. Пар джем. Щу. Щу. Отлично. Как переводится? Пё Тибет, щум. Пё щум, наверное, это одно слово. Это, наверное, правительство. Да. Щум это правительство. Пюшум. Тибетское правительство. Тибетское правительство. Но на самом деле это неправильный термин, потому что тибетского правительства в изгнании больше нет. Это теперь официально называется администрация. То есть это больше не правительство, они решили поменять название. Дальше что написано? Щерик, это у меня один из переводов civilization. Civilization, когда. C как C. Да. Civilization. Но это не civilization, он по-английски называется... Нет. По-тибетски щерик паркам, следующие два слова. Щерик паркам. Обычно переводится как culture printing press. То есть cultural это культурный, а printing press это просто печатный дом. Печатный. То есть, ну это издательство. Это, по всей видимости, некое культурное издательство. То есть вот щерик это иногда переводят как культуру. Ще это у нас что? Знать. Или знать, или знание. Ну, скорее всего, знать. А рик это раздел тоже... какой-то, что ли? Нет? В смысле? Их тоже знания вообще. Щерик это, скорее всего, некое знание какой-то рик, как знание. То есть, ну, это перевод, видимо, должно быть переведено как культура. Но вот у них щерик, то есть такое вот знание, понимание, знание. Так они вот решили перевести. И дальше идет паркан. Видите? Пар это что такое? Если мы не знаем какое-то слово, давайте смотреть в словарях, мы не спешим никуда. Диктейт, это значит... Диктовать, вы думаете, Нет, диктовать? сомневаюсь. А у вас нет учебника, да? Можете скачать сейчас, у нас есть интернет. Сережа, скажите пароль, пожалуйста. Пар это не печатать, в данном случае пар написано. Видите, это... Садись ко мне поближе, у меня большой экран. Ну тогда лучше и подушки взять. Ты можешь мне скачать, я к Свете. Да не, я к Свете потом сяду. Скачи мне сейчас. Что такое депар у нас? Нет такого написания? Не есть, там написано, что это печатать или диктовать. Dictate and... Следующий какой? По-английски как это написано? Принт? Так? Ну, на самом деле здесь проблема, потому что на самом деле говорят, что вот это слово депар это неправильная ошибка, которая стала очень распространена. То есть у нас препод говорил, что вот это пар, это значит оттиск. Оттиск, фотография. Имеет и то значение. Но он говорил, что вот это написание депар, оно неправильное, должно быть либо пар, либо спар. Но дело в том, что вот это вот написание стало настолько распространенным, что практически стало правильным.
Это, я, знаете, я ожидаю, что в русском языке тоже скоро произойдет некие реформы, мы станем ложить или ложить. И все остальное. Короче говоря, это парче, да? Ну, это парче, да, то есть парче, это значит некая вещь, которая делает пар, которая делает фотографию. Но вот это вот здесь пар, это оттиск. Оттиск или фотография. И следующее слово у нас в этом слове это паркам. Кам что значит? Дом. Дом здания. То есть паркам, соответственно, Печатный дом. печатня. Некая печатня или, ну, лучше современнее, наверное, говорить не печатня все-таки, а издательство. Но у них дословно будет печатный Да, дом. хотя на самом деле это, наверное, все-таки две чуть-чуть разные вещи. Издательство и печатня. Как думаете? Я не знаю. Написали? Наверное. Я это сотру. То есть очень хорошо было бы, если бы вы запомнили, что депар, спар и пар это одно и то же. И что это издательство? Извините, пожалуйста. Вы прослушали, я заметил, да-да-да. Это издательство. Напишите, что это издательство. Печать не издательство. А дальше что написано, Сергей? Я не могу прочитать. Хорошо, Саша, давайте, читайте. Ну что? Давайте вы тогда читайте. Нет, мы читаем что сейчас? Под рисуночком строку. Нет, мы пропустили кое-что. Паркан – последнее слово было, которое мы разобрали. А паркан у меня вообще нет. А я следующий вот раз за каждый вот такой вот у меня вообще вот нету, буду штрафовать. Не, стоп. Как? Так, дальше. Не, дальше. Нет, мы не произносим так. Мы так не произносим, потому что я уже объяснял, почему это не делаем, потому что для русского языка это произношение не подходит. Здесь смотрите, я думаю, что надо будет это освежить. Только я надеюсь, что это не будет повторяться каждый раз, поэтому слушайте внимательно, иначе вы будете съедать кучу нашего времени. Смотрите, вот это вот. Вот это вот низкий тон, это высокий тон. Вот это произносится как ка. Это, соответственно, как га. Когда сюда добавляется подписная ра, она тоже произносится в низком тоне. Это так называемое церебральное. То есть, что значит церебральное? Все уже знакомы с этой картинкой. Вот она снова. Смотрите, это зубы. Это вот у нас твердое небо. Это у нас альвеолы. Здесь у нас там мягкое небо, язычок и так далее. Язык у нас упирается вот сюда. Это просто хорошие очень зубы. Это резцы, я вас прошу. И вот здесь у нас язык, он кончиком упирается в эти альвеолы. И произносится так. Дж. Вот она, если низкая, дж. Если высокая, дж. Дж. Слышите, такой странный звучок. В русском нет его просто. Дж. И вот там вот написано в высоком тоне, потому что когда у нас есть надписная или приписная, у нас тон меняется на высокий. Получается джем. И у нас тогда это как вместе звучит? Нет. Вы сейчас пытаетесь произнести другой звук. Это не Д, это Д. Вот смотрите, точно так же, как вы произносите Д, только язык, он уходит еще дальше за зубы. Парджем. Джем, вот что-то такое. Парджем. Вот так должно быть. Дрем, зачем это делать? Потому что во многих языках нет этих звуков. И потом, так как в английском это ра, она, так как R у нас очень стерилизована, поэтому там язык, он загибается так, что когда произносишь, например, джем, произносится почти что так же, очень похоже. Нам это не подходит. Парджем. Джем. Вот, здесь очень важно, чтобы у вас острый язычок был и на альвеолы, ни дальше, ни ближе. Иначе вы пытаетесь произнести ее, как, например, как дже. Вот вы произнесите дже сами по себе. Вы чувствуете, как язык ложится? А должен быть не так. Должен быть не дже, когда он вот так прикасается, а вот так он должен. И на альвеолы. Джа. Парджем. Я надеюсь, все это запомнили, потому что,
мы этим уже занимались. Смотрите предыдущие занятия, мы этим занимались, это будет съедать кучу нашего времени, ни о чем. А потом придет кто-то, кто не приходил на это занятие, и опять начнется то же самое. Нет, я думаю, это будет буза. Что такое? И смотрите, вот это вот парджем щу, если будете искать, что-то вы стали много все говорить, я не понимаю, что происходит? Это вообще не знаю, что происходит. Что происходит? Что не так? А у меня рисует каким-то красками. Ничего не понимаю, откуда ты что взял. А почему? Откуда ты взял? Это что-то на планшете не с буквами себе Нет, ну... И просто вообще жуть какая-то. Кляксы какие-то делают. Это абсолютно. Ну, Ты берешь официальный учебник. Сам по себе планшет. Нет, я говорю, он существует параллельно со мной. Он сам что хочет, то и делает. Нормально, параллельные пространства уже такое. Рисует там вообще фиг дальше. Что хочешь? Что хочет, то и делает. Надо будет туда поставить. Потом Если будете искать, это надо искать вместе. Парджем щу. Скорее всего, у вас в словаре может не быть. Посмотрите депар, посмотрите пар. С пар можно не смотреть уже. Есть такое? Если нет такой идиомы, значит надо смотреть, что такое джем. Пар вы уже знаете, что такое джем. Что такое джем? Set out range, то есть располагать в каком-то порядке или выставлять что-то. То есть парджем это печатать, а щу, вот этот глагол, смотрите. Парджем, то есть это можно перевести как набирать. То есть если у нас это печатник, то в печатник набирают. То есть здесь в данном случае это издавать, просто издавать. И здесь, смотрите, у нас дальше идет вот этот глагол. Щу. Вообще, посмотрите, что он значит у нас. И еще я хотел бы вам посоветовать. У нас пришел тот момент, когда мы сейчас активно будем набирать лексику. Если вы не заучиваете ту лексику, которую мы проходим, вот все то, что мы проходим, это все бесполезно. Я постараюсь сделать занятия очень небольшими, чтобы лексики у нас было не слишком много, но если вы ее не заучиваете, это бесполезно. То есть, мы будем топтаться на месте, у нас будет проходить время, мы будем с вами стареть, а ничего хорошего не будет. То есть, поэтому я прошу вас, выписывайте лексику, заучивайте наизусть. Иначе... Получается спрашивать. Спрашивать. Вот это вот основное значение, это спрашивать. Просить, спрашивать. Щу это у нас такой, это уважительный глагол. И, как вы знаете, во многих языках существует несколько уровней языка. То есть, когда ты говоришь что-то, то есть кто-то, стоящий выше по социальной лестнице, обращается к тому, кто находится ниже, это один язык, одни глаголы. И когда кто-то, кто находится ниже, обращается к тому, кто выше. Вот это тот самый случай. Это вот наше во всю голову феодальное тибетское общество. Никакого равенства. Те, кто находится ниже, они выше. Щу. Вот они обращаются. То есть это можно перевести как просить и обращать. И он может быть как вспомогательный глагол. То есть вот мы нижайшие, мы вот такие вот набрали этот текст и опубликовали его для всей уважаемой публики. То есть, понимаете, это вот так вот. Поэтому здесь стоит вот этот щу глагол. Потому что те, кто сделал это, они для многоуважаемой публики это сделали. То есть они таким образом ставят себя в некую более низкую позицию по отношению к тем, к кому они обращаются. Это такая вот вежливость. Ну, из серии текст написал ленивый бездарный монах. Ну нет, не совсем так. По имени он Чикпа. Не совсем так. Здесь это просто такой оборот. То есть это то, как до сих пор это делается в тибетском языке. То есть, когда вы обращаетесь к кому-нибудь, это вот такой вот хороший язык, когда вы говорите это немножко самоуничижительно и с уважительным обращением. Давайте вы дальше тогда читайте, на следующей странице мы будем вот так вот тихонечко идти, весь этот учебник пройдем, он небольшой. Посмотрите, у него там 143 страницы, из них половина картинок. Мы постепенно это пройдем. Так что давайте читаем на второй странице. Что у нас там написано на второй странице сверху? Давайте читать. Это не важно, что повторяется одно и то же. До этого вы этого не читали в классе? Читал Сережа? Произносите.
Ребята, как вы громко все-таки, ну уважайте других чуть-чуть, на самом деле. Дзинджа. Да, это вот первое, это дзин такая, это то, что мы обычно записываем как дзе. Вот это дза. А есть еще у нас звук, привет, есть у нас еще звук ц. Так вот этот дзе, это дзинджа. Дзинджа, дальше? Нет. На, правильно, вот сейчас было на п должно быть. Окей. Угу. Рикпе, там нет придыхания, рикпе. Потому что если было придыхание, там был бы рисовалась бы другая буква, было бы рикпе. Но здесь это не нужно. Рикпе. Нинче. Отлично. Перевод помните? Все помним? А кто не помнит, смотрит предыдущую запись. И давайте дальше. Снизу что написано? Что такое чогял? Царь. Здесь интересный момент. Между королем и царем. Где-то мы не можем найти. А вот это, мы перевернули. Вот, смотрите. Ребятки мои, серьезно, ребята, как это так? Это вот, смотрите, это вот первая страница закончилась, вот она. Мы перешли на вторую. Вот это мы прочитали, совершенно тот же текст, что и на первой. А теперь что это такое? И вот мы сейчас это читаем. А между королем и царем есть разница какая-нибудь? Никакой совершенно. Что так, что... А какая разница в употреблении есть у нас? В узусе какая-нибудь разница? В Англии говорили король, у нас царь, вот и все. Разница никакой нет. А в Китае? В Китае, наверное, говорили император. Нет, там нифига же были императоры. А, хорошо. А в Тибете что у нас, короли или цари? Дело даже так повелось, в русском языке так повелось, что когда мы имеем дело с Азией, мы говорим царь. Когда мы имеем дело с Европой, чаще всего это король. Независимо от того, что у нас там пишется в английском тексте. В английском тексте всегда пишут king, но у нас это переводит двояко. И поэтому в Тибете все-таки лучше цари, царь Тибета, нежели король Тибета, потому что я видел английские переводы, где так и пишут. Король Тибета Фридрих 17. Ну, чуть-чуть странновато. Царь, конечно, лучше. То есть мы говорили как-то об этом со своим преподавателем, и он говорит, что король чуть-чуть не туда. Вот в Европе, да, был бы король. А с другой стороны, в Таиланде у нас кто? Царь или король? Видите? То есть бывают такие вещи, я не знаю, но вот так вот пошло. И что гял получается? Что это у нас? Дхарма. Гял это у нас царь. И имя царя. И дальше идет, как его звали, Сонцен Гамбо. Вот здесь вот небольшая, не то чтобы проблема, а здесь такой момент. Сонцен Гамбо говорят, что у этого царя в имени, и у многих у царей Тибета, в имени содержится частица от матери. Что, видимо, указывало на какой-то древний матриархат. Ну, мы не будем на этом останавливаться, потому что я не сведущ в этом отношении. Мы пойдем дальше. Пойдемте дальше. Читайте вы. Давайте, может быть, попробуйте. Вы уверены? Хорошо. Сможете? Отлично, потому что нам очень трудно сужать круг читающих, потому что у нас уже есть люди, которые отказываются читать. И если мы уменьшим еще больше... Следующая прям страничка, смотрите, вот прям вот это. Ребята, а что вы там не можете? Я не пойму. Что вы нам мешаете все время? Давайте я флешку вам дам. Здесь вы сидите и там что-то жужжите и действуете мне на нервы. Ну вот я вам честно, прям от всей души, прям честно признаюсь, что перекачайте уже, чтобы все было у всех хорошо. Это мы уже посчитали. Вот это. А вы можете сделать, как у меня? Посмотрите, я вот так вот делаю, видите, у меня вся страничка видна, я не путаюсь тогда, мне проще. Потому что в самом деле очень легко запутаться. Бывает со мной такой, вот это мы дочитали, значит мы куда переходим сейчас? Вот на эти странички. Потому что я хочу, чтобы мы узнаем один учебник, мы разберемся со всеми учебниками, поэтому мы сейчас читаем вот это. Никому не нужна информация, но мы прочтем. Что у нас там написано? Чего? Нет, почему? Там выше есть строка. А выше разве это не, по-моему... А мы уже об этом говорили. Ну да. Да, мы говорили о том, что если предыдущий читал эту строку, вы-то ее не читали? Бощу. Пе. Пощу.
Да, помните, у нас вот это вот, смотрите. Вот она звучит, во-первых, она у нас низкая, во-вторых, она звучит как нечто среднее между Б и П. Б у нас звонкая, П у нас глухая, а вот это вот что-то среднее между П и Б, получается П, П. Слышите вот этот звук? П. Это Тибет. Угу. Şerik, Нет, с самого начала. Gülsüm, Угу. Şerik, Parkan, ne var, ne dün şu Так, ну-ка возвращаемся обратно. После паркан не пар, что написано? ne var, Нет. Паркан не пар, дальше что? dün Джун. Смотрите, это джун, это опять у нас церебрально. Помните, мы говорили об этом? То есть здесь уже, так как он всегда высокий, здесь нет разницы между тем, как оно пишется, с надписной, без надписной. Один черт. Мы произносим это одинаково. Это произносится как церебрально. То есть это у нас та же самая русская Т, но у нас опять язык куда упирается? Вверх куда? Подвел. И вот это произносится, смотрите, вот если у нас была бы просто та, а здесь у нас язык поднимаем выше, кончик напряжен, та, парчун. И на у нас что делает? Вот это на что у нас делает? Смягчает что? Парчун. Слышите, вот такая, почти что ю получается, парчун. Она смягчает у нас предыдущую гласную. Парчун, и дальше что идет? şu Теперь вы снова. parçun, Чун. parçun, Вот это хорошо. Парчун, şu щу. Что такое парчун? Что мы с вами говорили? Если вы не знаете значение какого-то слова, что мы делаем? Смотрим словари. Видите, есть различия. В прошлом, что у нас было в прошлом предыдущем предложении? У нас было парджемщу, а здесь у нас парджем. Все скачали, получилось? Отлично. Отлично. Мы уже добрались. Вот это первая страница. Нет. Да, вот так. Вторая. И вот. Сейчас вот здесь. Вот здесь мы читаем, почему это парджемщу, что такое парджем у нас. Что это у нас? Да. Чун это вообще делать что-либо. Парчун делать оттиск или делать фотографию, делать изображение. То есть парчун это то же самое издательство. Парчун щу это издавать. То есть чумба это издавать. То есть парчун щу это издавать. Это не издательство, это издавать. Там был другой глагол джемба, немножко более старый, то есть это было набирать, а здесь это такой парчун щу. Вот эти глаголы записывайте, пожалуйста, запоминайте. Мы будем мало материала проходить, надо запоминать. Не запомните. Есть, вот смотрите, в современном Тибете у нас с вами, видите, началась новая свободная жизнь. Мы освободились от оков этого грамматического текста. Теоретически вы знаете всю грамматику. Мы сейчас, вот видите, получаем удовольствие от того, что читаем книжки, те же самые книжки, которые читают тибетские дети. Мы вышли на новый качественный уровень. Испытываете удовольствие, нет? Ну-ка, начали испытывать. Большое удовольствие долго осознается. Вот это то, как в Тибете сейчас называют издательство. Какое отличие? Что там не так? Ну, чун, я вас прошу. Чун, что это? Вот у нас какая форма глагола будет, если вот так чун написано? Настоящий. Настоящая, скорее всего. То есть в этом разницы большой нет. Пей, это что это у нас? Нет, парт у нас писался вот так. Я говорил, что вот так должно быть, но он пишется вот так. А пе что такое?
тебе это по-другому пишется. Пример или similarity. Это А вот если так посмотреть, печать, текст, буддийский текст. И Печункан, соответственно, что это? Это то же самое, печатное, то же самое издательство, Печункан. А если мы напишем вот так, вот перед Печункан, вот этим словом, мы ставим... Что это значит? А? Не видно? Первый букву какой? Подсвечивает. Мирик это, мирик. Магигу ми. Рагигу рига сарик. Мирик что это значит? Нет. Нет. Смотрите, у вас должно быть в словаре такое слово, там должно быть nation. Соответственно, это мирик Печункан. Как это будет на русском? национальное издательство. Да, национальное издательство. Давайте дальше прочитаем с вами. Да, с вами продолжим. Чего? А что такое чело? Год. Почему чи? Потому что он внешний. Что значит внешний? А у них есть свое летоисчисление на НО, есть чело по-европейски. Как это? Политкорректный термин? А? Политкорректный термин это? Ну, они нам не исходят за нас. Ага. Это типа по-ихнему. У них совсем не тот год будет, поэтому... Вот это вот то, как это часто пишут нынче. Чило. Чи это что это такое? Видите, это очень похожие по звучанию слова. Не одно и то же, но похоже. Вот это что это значит? Ну, Вот это понятно. это понятно. Привет. А что такое чи? А у вас так сложно все? Я вот так делаю. У меня открывается второе окно. Мне не хочет. Да он так не хочет делать. Вот, делать, приходится заново открывать. О, И так, это, какой-то ну, слушайте, тогда вам лучше распечатать. Да. Распечатать, я думаю, это будет удобнее, потому что так невозможно будет заниматься, если вы будете все время на первую страницу возвращаться. Вот у нее свободно. Да, лучше потом распечатайте на следующее занятие. Да. Там не так много. Чи, посмотрите, что такое чи у нас? Да ну не может быть. Behind, behind, backwards. Главный или универсальный? Behind, backwards, да не может быть. Это, А. нет, это чи же. А у нас другое слово. А, написано. главный общий. Главный. Вот, это общий год. То есть, вы понимаете, то есть они из вот этого чи это значит внешний. Почему внешний? Потому что у них все те, кто не в Тибете, это внешние люди. Вот это вот у них, смотрите. За граница. Причем гял это сокращенное от гялкап. Гялкап это страна, чи внешний. Чигял это сокращение гялкап. Кап отпадает, чигял это значит за граница. Соответственно, Чибьяла будет иностранец. Да, чигева будет иностранец. Да иногда последняя ба отпадает, остается просто чиге. Это значит тоже иностранец. И поэтому это чило, внешний год. Но так как это не очень политкорректно, внешний, внутренний, что-то как-то чем-то стали писать чило. То есть здесь вот разница между чи и нам, то есть внешний и внутренний. Нам это буддисты, намба. Чи это все, кто снаружи, те, кто не буддисты. Ну и, короче, решили, что лучше писать вот так. Общий год. И чело, что у нас снизу? Под чело написано. Конкретный. Ага, цифр написано. Это цифры или буквы, как в кино? Это цифр у нас. Кажется, это чектон. А что такое шифр, знаете, да?
То же самое, что и цифра. На передний знак. Ну так происходит иногда, что... Вот это для неграмотных людей цифры это как написано. Смотрите, что это у нас? Я даже не буду пытаться это воспроизвести. 1, 2, 3, 4. Они очень похожи на арабский. Арабы не соглашаются? Теперь посмотрите, ну я думаю, что в интернете на всех не хватит. Зайдите в группу потом, будет время, не сейчас, зайдите в группу нашу. В нашей группе есть, я выкладывал, видите, вот как полезно заходить. Вот, у Сережи есть, вот у Сережи все есть, потому что у него есть интернет. Да, и попытайтесь на себя на панели выйдите на цифровую панель. Нажмите здесь, что он цифру перешел. Да, вот просто сюда. Вот это самая цифра. У кого есть, да, видите у вас там у всех. Это цифры, ну заучите цифры, потому что они до сих пор используют их. Как нам бы Да, проект, они до сих пор используют. проект пригодился. Слушайте, нам бы пригодился проектор, нам бы пригодился, помните, я вам говорил, что вот нам Да. нужен такой, да, где пишешь и сразу на огромном экране. Да, нам бы много чего пригодилось. Ну, Ну и так сойдет. то есть вот это вот цифры. Цифры видите? На вашем экране тоже должны быть цифры, у кого открыт словарь. Ну, давайте переводить, чего там написано. Тут написано, что чиктон, наверное, 1000 все-таки. Так, ну давайте, кто у нас читает? Я немножко помогу. Давайте, можно не по-тибетски произносить цифры, но по-русски мы должны попытаться. Давайте будем помогать друг другу. Что там написано? Первая цифра какая? 2. Нет. 1989. 1089. То есть, что это значит? Внешний год, то есть просто переводим как год. Год 1989, потом тире, это то же самое тире. И дальше что написано? Ага, 2000. Дальше нижнюю строчку мы прочитаем позже. Мы сейчас продолжим с верхней, с первой. Что там написано? Партен. Партен. Что значит партен? Пара слова знакома? А тен? Давайте смотреть, что это тен. Ну, наверное, это раз. Раз. Сколько страниц? Сколько... Нет. Вот сейчас делайте то, что пытаются все всегда сделать. Подогнать текст под смысл. А надо оттолкнуться от него. Смотрите, пар это издание. В данном случае это уже будет от парчуна. Помните, который вот мы там писали вверху, парчун? От него взяли первую часть пар и вставили слово раз. Это количество изданий. То есть какой номер издания. То есть какое по счету этого издания. Смотрите, что у нас написано. Дальше, ниже. Ниже смотрите. 1 тире. Может быть 8. 7. 1-7. Что значит 1-7? Выдержала 7 изданий. 7 изданий выдержала. С какого по какой год? С 89 по 2000 год. Сколько прошло с 89 по 2000 год? 11 лет. А издание было? Это что значит? Это были офсетные издания, когда ничего не менялось у них. А может, у них вообще никогда ничего не менялось. Ну вот так вот. Дальше что у нас идет? А вот это дальше идет количество. Дальше еще. Там. Низкая, церебральная. Тептам. Нет, там не такая Д. Что-то между Д и Т. Тептам. Что это значит? Теп это что такое? Там значит? Ну, если не знаю, количество. Количество книг, то есть это что это? Тираж. Тираж, смотрим, какой у нас тираж? Что у нас там написано? 22 000. Вы уверены, что 22? 33 тысячи. Это много? Сколько издается лет?
11. Издали 33. В год сколько было? Ну, если даже мы разделим вдруг на 11, то есть 11 лет издает, разделим на 11, получается минимально 3000 в год. По-моему, это очень неплохой тираж. Вот если бы меня издавали по 3000 в год и за 11 лет 33 тысячи, я бы считал, что это хорошо. Что дальше? Смотрим, давайте. Почему? Смотрите, посмотрите сюда. Смотрите. Не мешает вам ничего там? Раз палочка, два палочка, хвостик. Сколько это? Двойка. Раз палочка. Изгиб. Хотел быть палочкой, но не смог. Еще один изгиб. Хвостик. Сколько это? 3. Присмотритесь, там посередине есть что-то? Тут не очень разрешение. Ну не я сканил. Вы знаете, вообще в Азии с этим проблема. В Азии я как-то ходил в монгольскую национальную библиотеку. Это как у нас библиотека бывшая имени Ленина. И мне сделали там, скан. Отсканировали текст. Знаете, сколько DPI? Если не ошибаюсь, 90 точек, что ли? То есть я когда это увидел, я подумал, да вы издеваетесь, что ли? 90 точек, я даже не знал, что на сканере такое бывает количество. То есть, ну вот так бывает. То есть это даже не 150. Это было какое-то безумие. То есть они очень быстро это происходит. Каретка прям не успевает бежать за сканером. Что-то у нас происходит дальше. Под чело, что у нас написано снизу? Мы еще не дочитали. 2009. 2000, точно 9? 4. 2004. Дальше что у нас написано? Месяц. Отлично. Да. Месяц. Какой месяц? 12. Что это у нас? Декабрь. И дальше что написано? Нам. Что значит нам? Что значит нам? Посмотрите в словаре. Что значит нам? Нам надо немножко словарем работать. Будем тихонечко. Внутри. Что значит внутри месяца? Нет, ну ребят, в 12 месяце просто они издали, по всей видимости. То есть вот они издали в 12 месяце 2004 года. Что они издали? Что это у нас дальше написано? Партенг, что это у нас? 8. Что 8? Издание. Ну о чем молчим-то? 8 издание. Мы повторяем все заново. Мы снова идем по этой же таблице. Вот. И дальше что у нас написано? 1000 экземпляров. Нет, не 1000. 3000. 3000 экземпляров это тептам. То есть что это у нас? Тираж. Тираж. Да мы же только что... В смысле, что в 2004-м, 12 месяце... Смотрите, мы с вами прочитали вот эти первые две строки, чтобы было понятно, что мы читаем. Потом мы вернулись туда же, но прочитали просто нижнюю строчку. Это то, что мы сделали. То есть в 2004 году, в декабре, они издали что? 8-й тираж, 8-е издание тиражом каким? 3000 экземпляров. Дальше вот этого мы не будем читать, это у нас просто здесь написано published by, видите, издано кем-чем, Ширик Пархан. То есть они даже не стали переводить здесь. Тем более это на английском. Здесь написано Tibetan Cultural and Religious Publication Center. То есть, видите, вот он, Шерик, он переводится здесь как Religious and Cultural. И дальше это просто издательство. Здесь, видите, у нас написано Дели 92. Это просто район в Дели. В сути, никакой, это просто там, где заказывают эти книжки. В Дели дешевле печатать, там они заказывают. Это вот Рамеш Парк, Лакшми Нагар и он телефон, и факс. Можно позвонить, прямо сейчас узнать, так ли это. Пойдемте дальше. Давайте, вы читайте следующую страницу, мы переходим на нее. Корчак. Что такое Корчак? Оглавление, да. Корчак. Это оглавление. И что у нас? Давайте пройдемся по-быстрому по Корчаку. Здесь одна страничка, просто прочитаем. Первое, что у нас красным там, видите, выделено. Что это у нас такое?
Ян Я? и... Слушайте, мы с вами уже читать разучились. Это все из DPI. Ан. Слушайте, у меня, вот посмотрите, из-за DPI, вот посмотрите, видите, это специально набранный на компьютере текст. Вблизи. Вы видите? Да. Здесь нет никакого DPI, это набранный на компьютере текст, видно отлично все. Здесь не может быть никаких отговорок. Это ам. Что такое ам? Ам это номер скорее. Номер. Но на самом деле здесь тонкая взаимосвязь между номером и цифрой, но это все-таки номер. Номер урока это такая. Вообще номер, да. Ну, номер урока или номер раздела в данном случае. Дальше что у нас написано? Лобцен. Лобцен, что это такое? Урок. Отлично. И дальше что у нас написано? Шокчан. Шокчан. Чан что такое? Страница. Чан что такое? Мы только что происходили это слово. Только что. Дирчан у нас было. Теперь шокчан. Мовчи. Нет, смотрите тогда. Если вы не помните, смотрите туда, где мы... Количество. Количество. Щек это что такое? Нет. Что? Нет, вы по словарю или вы думаете, или мы в пальце небом здесь? Давайте вот не будем этим заниматься. Щек, посмотрите, что такое щек? Что? Боже мой, ну ладно, если посмотреть вот так. Не хочет как-то. Есть щелчок сразу. Page number, Конечно, номер есть. страницы. Я это отлично знаю. Слушайте, словарь, конечно, желает. Короче говоря, это имперфект от глагола он бар. Нет, конечно, это не то. Ну, это вот... Шокчан... Смотрите, а вот такое слово у вас есть? Что это? Да, это вообще это, Да, это пейпер. вообще это бумага. То есть лист бумаги и бумага это чуть разные вещи. То есть лист бумаги он состоит из бумаги, и бумага не всегда является листом. То есть что я от вас требовал, что это щокбук, это paper, это бумага как материал, и соответственно это тоже страница. То есть имеется в виду щокчан, тогда это уже страница, номер страницы. А здесь переводится, вот если вместе набрать, номер страницы. Страничный номер. Собственно, ну, я же говорю, это уже нашли, что щокчан есть такое слово. Газета похожа как-то, да? Цахпар, нет, газета Цахпар. Есть, не знаю, новая я начну жизнь с нового листа. Да, тибетцы они так и поют. Хорошо. Так, и давайте, Женя, прочитаем вот следующую строчку и передадим эстафету, чтобы все были сегодня счастливы. Лен Джон. Я вас прошу, внимательно. Джон. Там Дж. Джон. Видите, там да стоит? Да. Это не ма? Что у нас делает да с предыдущим слогом? Смягчает. Ленг-дж. Джон. Ленг-дж. Дж у нас высокая или низкая, Сергей? Сергей у нас будет специалистом по высоким и низким тонам. Это почему Сергей? Итак, Сережа, мы ждем вас. Это высокий или низкий тон? Если есть приписная, это значит, что высокий тон. Высокий, ленг-дж. То есть это будет не ленг-джо, а ленг-дж. Ленг-дж. Что такое ленг-дж? Давайте посмотрим, что у нас там ленг-дж. Мамлам у нас сможет перевести такое? Должен. Вот у нас выскочил. Что это такое? Разводная. Ну, вряд ли это talk, вряд ли это conversation, вряд ли это story.
Что у нас? Вот слово, которое подойдет к началу книги, что это может быть? Введение это introduction, то есть у вас там интродукция это введение. Введение у нас на, ну там вот пятерочкой написано зачем-то. И дальше, давайте вы почитайте следующую строчку, да. Гелтар. Нет, я вас прошу, у нас есть какие-то знаки до гелта? Чик. Чик, отлично. Все видите там единичку? Пойдемте дальше. Угу. Гелтар. Дельще. Чуть-чуть такое острее. Дельще. Угу. Гелдар что такое? Мне интересно просто. Подумайте, с чего мог начаться учебник русского языка в России? Мама была рано. С алфавита? Ну нет, это уже 5 класс. Алфавит уже поздновато. С чего? Ну, там что-нибудь о России. Гял, я вам говорил, гял, это что это может быть? Вы писали, гял, страна. Дар что такое? Здесь вот проблема. Лучше смотрите прям гялдар, потому что если вы будете делить на части слова, скорее всего ничего не получится. Гялдар, что это у нас такое? Сейчас тем, кто сидит внизу, будет чуть-чуть холодно, но это ненадолго. У нас с вами 23 минуты осталось. Давайте проживем их со смыслом. Не переводит он. Не хочет переводить? Да ну можно, да что такое это? Это безобразие. А дар он переводит как протяженность. Нет, смотрите, вот это слово ищите. Гял это страна? Ну-ка найдите вот это слово. Есть такое? История Родины. Ну, может быть, и история Родины. Проверьте. Флаг. Флаг. Какой из флаг? Национальный. Национальный. Я прошу вас, там было написано гял. Гял это у нас что, страны. То есть это какой? Государственный флаг. А теперь давайте дальше прочитаем. Если это у нас государственный флаг, что там у него дальше идет? Джельше. Кто может объяснить, что это такое? Джельше. В принципе, мы называем и первый, и второй глагол. Объяснение. Объяснение. Джель, видите, первый глагол – это объяснять. Ще – это говорить, объяснять. Джельше – это объяснение. Объяснение чего? Чего это объяснение? Государственного флага, я вас спрашиваю. А дальше что у нас написано? Гелду. Что такое гелду? Гел, мы знаем, что такое? Алло? Гимн. Геллу это государственная песня. А дальше что? Тантак. Что такое это так? Частица такая. А, нет. Давайте, все, что непонятно, у нас будет частицей. Все, что нам непонятно, будет частицей. Все, кто не с нами, будут наши враги. Правильное произношение. Правильное, скорее, написание. А почему произношение? Spelling – это написание. То есть здесь у нас будет небольшой текст, в котором объясняется правильное написание. То есть мы сейчас с вами идем чисто по школьной программе. По школьной программе младших классов тибетской школы. И смотрите, вот мы прочитали с вами первый раздел и перелистываем. Ой, боже мой, ой, не надо вот это. Перелистываем с вами сразу вот до этой картинки тибетский флаг. Потому что здесь идет введение, не надо его сейчас читать, увязнем. Никто ничего не поймет, мы просто погибнем. Это введение для взрослых. А дальше идет для детей. Читайте, пожалуйста. Сверху или под флагом? Сверху.
Смотрите, я думаю, не знаете слово. Запоминайте. Дампо. Это у вас датанское произношение. Дамбо. Нет, это дампо. Надо помнить разницу о том, что есть ба, а есть ба. Вам до это было бы хорошо. Дамбо, там у них все, дамбо, у них карма ба, дамбо. Здесь дампо. По. Дамбо это значит первый. Лоцин дамбо это первый урок. Дальше. Дель. Ше. Гялдар дель ше. Теперь я помните, я вам говорил, в некоторых случаях вот эта ла, она смягчается и практически не произносится. Происходит просто небольшое удлинение слога. Посмотрите, можно сказать дельше, а можно сказать деше. Вот эта ла, она практически исчезает. Но лучше все-таки ее произносить, иначе мы можем просто запутаться. Дельше. И дальше вот сейчас он что будет объяснять нам? Он нам будет объяснять простым доходчивым языком. Смотрите, вот эту вот картинку. Видите, это вот государственный флаг Тибета, который, конечно, в Китае лучше не показывать, потому что это сплетистые, те, которые пытаются матушку Родину расколоть. У нас же нет китайских шпионов. Как знать, в каждой тибетской группе должен быть свой китайский шпион. Ну давайте, читайте ниже. А на этом флаге все понятно же, да вам? Видно все хорошо? Давайте, читайте. По предложению мы каждый прочтем. Да. И са там, видите, са стоит. Она что делает? Са она что делает? Она не читает, и что она делает? Смягчает. Соответственно, это не у, а это ü будет. Ü. Угу. Нет, это ки будет. Смотрите. Все, что у нас ята в центральном Тибете произносит как ки будет. Вот это вот, мы обычно это записываем вот так, мягкий знак и. То есть, смотрите, если это пишется вот так, то это будет ки. Если это вот так вот, это будет ги. А если это вот так? Ки с придыханием. Ки. Ки это собака. Ки. То есть это будет ки, ки, ки. Слышите разницу? Ки. Какой тон? Ки. Низкий. И здесь с придыханием ки. Чаксу. Угу. Все, непе дочитайте и давайте переводить. Помните, что вот это вот у нас перевод, не перевод, а объяснение этого флага. То есть нам не важно сейчас, что читать, но вот если это связано с Тибетом, это, в принципе, наверное, интересно. Ису как переводится у нас? Посередине, в центре. Ису. Окей, дальше что у нас идет? Фунто, как это переводится? Посмотрите в словаре. Фунтук есть у вас такое слово? Что? Массивный, очень высоко. Нет, фунтук, вот опять пытаетесь сделать. Фунтук просто это два слова, и это значит высокий и массивный. То есть можно перевести как высокая и массивная. Фунтук. Дальше. Чиканри, снежная гора. Фунтук, канги, риво. Канг это что это у нас? Снег. А ки что такое? Какой? Родительный. И дальше риво что такое? То есть что получается? Давайте вот до этого момента разберем, что это за смысл какой получается.
В середине что у нас? Высокая массивная гора. Какая гора? Снежная. Снежная гора. Где здесь высокая массивная снежная гора? Ну, вот белый треугольник. Все нашли? Отлично. Потому что не все сразу соображают, где там гора. Дальше что написано? Джичаксу непе. Здесь, смотрите, у нас это предложение, видите, здесь это непе. Пе у нас указывает на причину. Это тот случай, когда вот этот показатель орудного падежа обозначает у нас причину. Непа – это глагол, джичаксу – это как. То есть это у нас будет, наверное, здесь наречие. Смотрим, что такое непа, хотя мы должны это знать. И смотрим, что такое джичак. Джичак мы еще не знаем, что это такое, но сейчас нам уже предстоит это узнать. Вот, находится в центре гора, которая что? Джичаксу. Как она пребывает? Как она находится? Какие вот там прилагательные нашли? Как? Ну, здесь вот у меня, например, dignified, grand, magnificent, то есть она такая великолепная, сверкающая, сияющая. Ну что, почитайте? Кто из вас? Давайте вы почитайте. Следующее предложение. После джичаксу непе. Что дальше у нас? Нет. Йонсу, чакпе. Мы не читаем это как дракпе, мы говорили уже об этом, мы читаем это как... Как мы читаем это? Чакпе, низкий тон. Отлично. Чемпе, нет. Смотрите, вот это вот чтение, которое распространено на территории России, но вот это вот, смотрите, вот у нас идет слово. Что оно значит? Большой. Великий, большой. Родительный падеж, показатель родительного падежа. В данном случае он всего-навсего придает мягкости предыдущей гласной. У нас предыдущая гласная О, она становится чемпе. Это понятно? Отлично. Нет, там точки не видно просто. Нет, Где что-то точка должна быть? после па. А после по точка? Но ее не видно, видите, она заелась там. Пардон. Копацин. Кёпа, цин. Вот это вот переводим. О, вам досталось длинное. Канари что такое, знаем? Ну, Канри, снежная гора, Корви. Канари, после нее что стоит? Корви это вокруг вообще. Орудный падеж. Да. Канари, корва. Корва это что это у нас? Что это? Вообще вокруг колеса. Да, окружать. Нет, 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 не путайте, смотрите. Вот это вот колесо. А вот это вот, смотрите, окружать. В чем разница? Вот это необходимо запомнить, постарайтесь запомнить. Если у нас здесь появляется вдруг придыхательное, то есть вот здесь между этими двумя есть связь. Здесь у нас есть некий деятель. Корва. Есть деятель, то есть кто-то вращает или ходит кругом, неважно. Здесь, когда вот это вот К трансформируется во второй ряд и становится придыхательным, это значит деятеля нет. Корва. Давайте я напишу пару примеров. Это тонкости, которые сейчас уже стоит запомнить. И сейчас это предпоследнее предложение, я чувствую, вы уже все надуваете щеки, устали, так что мы не будем двигаться дальше. Но я прошу к следующему занятию вот этот лексикон заучить. Все, что мы сегодня прошли, это надо заучить. Потому что вот в этой книжке это снова и снова будет повторяться. Я знаю, что я это 1000 раз говорил прежде, на предыдущих занятиях. Я много-много раз говорил, что если мы... Неважно.
Если мы хотим куда-то двигаться, надо заучивать. Если мы не заучиваем, ну, вы тратите свое время впустую, мое время впустую. И мы высаживаем гигабайты памяти на чем-то сервере где-то в далекой стране. Что это значит? Смотрите, это два глагола. Смотрите оба. Сейчас переведем это предложение и на сегодня закончим. Что у нас получается? Первое что значит? Смотрели? Что? Эманировать. Кто-то что-то эманирует. То есть почему у нас есть такое слово чулку? Вот если мы это уберем и ставим вот так вот. Чулку это эманируемое тело. То есть тело, которое было кем-то излучено. Излучено, то есть вот эманировано кем-то, то есть Буддой каким-то, например. И это чулку. А чульпа что такое? Чульпа это некое магическое проявление, чульпа, то есть которое возникает теоретически практически само. Чульпа. Оно не всегда само, но вот здесь вот видите вот такая связь, то есть где есть деятель, где нет. Здесь у нас первый ряд надписная, здесь у нас придыхательная, надписной нет. Запомните, будете отталкиваться так. Если вы видите, со временем это придет, но вот сейчас можно попытаться. И здесь у нас камари корви было написано. То есть что? Дальше после него что идет? Видите, родительный падеж стоит? Окей. Корви дальше что написано? Камри, корви, щин, шейдон. Щин что такое? Щин это основание, земля. Нет, это не основание. Это поле. Щин это поле, также еще это может быть чистая земля. Это то, что на санскрите известно как кшетра. Кшетра буквально переводится как поле. И имеет еще значение, что это чистая земля, рай. То есть имеется в виду, это поле некого Будды или божества. Поэтому это называется шин. Что? Тоже шин. Иногда вы можете встретить вот так вот. Даквана значит что? Ну, смотрим словари. Сейчас мы заканчиваем уже. Но он предлагает все равно земля, основание, шеи, боди и так далее. Где это шин будет? Это на совести Чандрадаса. Это чисто на совести Чандрадаса. Шин это поле, первое значение. Шин это чистая земля. А основу он переводит, видимо, как близкий по смыслу термин. Дакшин это что это у нас? Что? Чистая земля, да. Дак это чистый. Дакшин это будет чистая земля. Чистая земля какого-то Будды и так далее. То есть здесь у нас получается шин в данном случае это у нас не просто поле, а имеется в виду как некое поле деятельности или даже можно как чистая земля. Кого вы как думаете? Кто у нас, как думаете, будет? Авалоктешвара, да. Камари корве шин. Ще что указывает у нас? Ще у нас на что указывало? Нет, не высокий. Что? Цитата? Нет, в данном случае, скорее всего, вряд ли цитата. А что еще у нас обозначает ще? Ну да, это частица. Что оно обозначает? Какое значение оно имеет? Цитата, что еще? Ну смотрите тогда, мы только что это проходили, смотрите тогда в записи своих.
называемый. Так, вот, так называемый. То есть, что я вам говорил? Это может быть цитата, а может указывать на что? На кавычки, на название чего-то. И дальше после «ще», то есть здесь мы «ще» не переводим. Это у нас просто здесь кавычки. То есть до кавычек идет какое-то название. Как это перевести? Связано. Что это будет у нас? Нет, до этого. Канри корвещин. Как это перевести на русский язык? То есть это то, что у нас стоит до кавычек. Как? Да, чистая земля, окруженная снежными горами или снежными вершинами, как это иногда переводят. Но здесь, видите, здесь зависит от того, насколько вы хотите остаться близки к тексту или нет. То есть, если мы перейдем окруженная снежными горами, звучит неплохо. Но на русском мы чаще говорим окруженная снежными вершинами. Просто здесь нет слова вершины. Но когда мы говорим о вершине, естественно, что это вершины горы, а не елки. И, то есть, в принципе, можно перевести и так, если вы хотите перевести немножко более поэтично. И дальше, вот здесь дальше идет «ще». Вот это вот то, как он называется. Йонсу чакпа. Йонсу это, смотрите, я буду объяснять. Йонсу это вот такая вот у нас приставка, которая пришла у нас из санскрита, скорее всего. Йонсу это значит полностью, совершенно. Их у нас несколько таких приставок. Они в какой-то мере присутствуют и в разговорном языке, но больше они присущи письменному. Йонсу это значит полностью, совершенно и так далее. Дальше у нас идет слово чакпа. Чакпа что значит? Что у нас значит чакпа? Если не знаем, смотрим словари. Вы нашли уже, Сергей, а что же молчим? Как это переводится у нас? Известная. Известный, прославленный. Йонсу чакпа. Соедините два и два. Известный как полностью... Полностью или совершенно известный. Или на русский, наверное, надо было перевести. Известная на весь мир как... Как что? Гамри. Как чистая земля, окруженная снежными вершинами. И дальше что у нас идет? Что у нас дальше написано? Это что это у нас? А Гялкап? Страна. Мы только что это писали. Великая. Да, то есть Пе, Йонсу Чапи, Пе, Гялбы Чумбуй, Гялкап Чумбуй, Юль что такое? Вот здесь вот страна, но Юль может перевестись как земля. Юль можно перевести как многими разными способами, но здесь вот лучше перевести как земля. Хотя обычно это значит страна, но верно, видимо, первоначальное значение было как земля. Юльги Кёпа, что это такое Кёпа? Вот с Кёпа вы сейчас будете, если искать в словарях, будет немножко сложно. Поищите, если хотите, но там значений будет много, и они не все сюда вставляются. Надо будет изыскать то, которое нам необходимо. Давайте посмотрим, что у вас там дается в словаре Кёпа. Вот это в 5 классе дети читают такое. Нормально? Ну, тоже читаю. Вот, я тоже говорю. То есть, это же тоже, что мы делали. Я не понял, в 5 классе, а почему у нас флаг красный, он же написан кровью, кто-то боролся и так далее. Кёпа, нашли, что такое? Мы находимся в 2 словах от завершения нашего занятия. Давайте быстренько переведем и пойдем уже по домам. Ага, вот вы нашли. Здесь вот дизайн, типа. Да, это типа дизайн, должно быть arrangement, то есть устройство. И последний глагол. Вы помните, что в конце предложения у нас что стоит? Глагол. Он написан у нас как? Цель.
мягко смягчается. Цунь что значит? Мы проходили, конечно, это, но я не буду от вас требовать вообще ничего. Бесполезно, я так вижу. Показывает. Не показывать, а Демонстрирует. демонстрировать или другой синоним? Символизировать. Символизировать. То есть, что он хотел сказать? Давайте прочитаем уже, чтобы нам было более-менее ясно, что мы, собственно, прочли в этих двух строчках. Смотрите. Пю, гялкап, чемпы. Видите, чемпы, то есть, ну, вот я специально выделил. И, видите, родительный падеж. Юльги кёпа. Юльги кёпа как у нас переводит? Как у нас переведется? Устройство или расположение, или вот как-то так надо перевести цен. То есть получается, что вот это вот пребывание в центре, великолепное пребывание в центре этой снежной горы, высокой и массивной, что оно символизирует? Оно символизирует устройство или, так скажем, расположение земли великого государства Тибета, которое известно как чистая земля чего? Там в тексте это окруженная снежными горами. Аллилуйя, мы с вами довели это. Целых 2 строчки мы с вами сегодня перевели. Мы прошли не очень много, давайте запомним наизусть слова. Потому что вот то, что мы сейчас с вами делаем, это все те же самые слова, которые попадаются в хармических текстах. Вы знаете, с вами когда-нибудь наступит этот качественный переход, этот момент, когда вы обнаружите, что вы что-то читаете и начинаете, и просто понимаете. Это очень приятное ощущение, когда ты читаешь текст и понимаешь, что ты его понимаешь. Но еще приятнее, когда другие понимают, что ты понимаешь. И ты понимаешь, что ты понимаешь, что они понимают, что ты понимаешь. Ты понимаешь не зря. Да, вы знаете, вот это да, это приятно. Я в воскресенье заснул, так и не вывесил еще, да? Потому что я надеюсь, что мы таки переведем его вместе в группе. И чтобы не облегчать вам работу, я не стал выкладывать. Но мы посмотрим, как он получается. Так что, у кого есть, кто помнит наизусть, читайте со мной. Jambaya Baba Jitara Kimbala, Kundo Zambo Dayan Dishin, Ida Kunge Jizu Daloji, Yawa Dida Kanjaratum, Jizu Yaba Yaba Dinjagia, Mubagana, Chodo Maba, Dagi Gibe, Sambo Jajaratum, Mona Lobe Gibe Bembala, Kobe Najo, Suja Sumia, Sanjorangimbe Juba Malum, Jozo Dembe Zene, Junguru Jig. Спасибо.